В эти дни проходит 4-дневный пресс-тур иностранных журналистов по Северному Кавказу. Познакомиться с колоритной культурой и природой приехали гости из Вьетнама, Латинской Америки, Казахстана, Армении, Беларуси, Узбекистана и Азербайджана. Накануне они побывали и в нашей республике. Осетинское гостеприимство никого не оставило равнодушным. Фатима Дзадзоева продолжит. Экскурсия для иностранных журналистов началась в Куртатинском ущелье. Первая точка туристического маршрута – Кадаргаванский каньон. Река Феогдон здесь протекает по узкой щели, а над ней завис застрявший между скалами громадный каменный валун. 2 года назад на нем расположился зеркальный барс. Благородный и независимый зверь был символом аланских царей. Природа Осетии не оставила равнодушным никого. Я вам могу сказать, вот как белорус, естественно, вот Беларусь знаменита озерами и лесами. Вот Осетия скалами, знамениты горными водопадами, горными речками, зелень. Очень красиво. Очень бы хотелось, чтобы белорусы сюда приезжали и увидели эту красоту, потому что на контрасте совершенно другая природа. И чтобы вы приезжали к нам и увидели, знакомились, делились опытом, потому что, мне кажется, на этом и строится дружба, экономические, политические, культурные и социальные отношения. Посетили гости и крепость Зывгиз. Средневековая башня когда-то защищала проход в Куртатинское ущелье. Ее стены как будто и сегодня хранят отголоски минувших войн. Познакомиться с историей Осетии смогли журналисты из Вьетнама, Латинской Америки, Казахстана, Армении, Белоруссии, Узбекистана и Азербайджана. Представители иностранных СМИ уже побывали в Чечне и Ингушетии. Для нас это большая такая хорошая эмоциональная точка для того, чтобы завершить наше путешествие. Для очень многих ребят, которые присутствуют в делегации, это и Куба, и Вьетнам, ну и наши старые друзья Беларусь, Казахстан, Узбекистан. Это стало первым знакомством с Кавказом, с Северным Кавказом, ну и конкретно с Северной Осетией. Нам очень все понравилось. Это невероятная природа, очень гостеприимные люди, аутентичная кухня и все, очень здорово. Воочию смогли увидеть журналисты и уникальный архитектурный памятник башню Курта-Итага. Старинному сооружению по праву принадлежит звание жемчужины Куртатинского ущелья. Стали ближе им теперь и достопримечательности Кармадонского ущелья. Цель пресс-тура – познакомить иностранных журналистов с богатой культурой, историей народов Кавказа и показать высокий туристический потенциал регионов Северного Кавказа. Если туризм в Осетии будет расти и дальше, развиваться, то я думаю, что это позволит большему количеству людей приехать и насладиться этими красотами. И, честно сказать, могу сравнить подобную красоту, наверное, с Хакассией или с какими-то такими отдаленными, действительно завораживающими уголками России. Большим удовольствием расскажу о том, что жители Узбекистана должны посетить эти красоты. И вообще нашему читателю очень интересны регионы России, потому что это не простой обыватель, это и взрослое поколение. У нас такая достаточно, народная газета, и нашим читателям, безусловно, интересно не только насладиться красотами, но и в том числе узнать о регионе, то есть, скажем так, просветить себя об таких отдаленных регионах России. 4-дневное путешествие иностранным журналистам организовало Министерство экономического развития России и информационное агентство ТАСС в рамках госпрограммы развития СКФО. Специалисты отмечают, интерес туристов к Кавказу растет, а значит, узнаваемыми должны быть все субъекты региона. Фатима Дзадзоева, Алана Бзыкова. Новости Осетии.